Спасатели Якутии призывают не рисковать жизнью в период ледостава и шугохода. На реках региона уже завершена навигация маломерных судов. На озерах и протоках тонкий лед. Сотрудники службы спасения предупреждают об опасности выхода на лед и на реку на моторных лодках. Статистика несчастных случаев на воде и меры предосторожности в сюжете Афанасия Николаева. В данный момент водолазы службы спасения Якутии ведут поисковые работы в Мирнинском районе. Там ищут охотника, пропавшего недалеко от Сельдюкара. Пока удалось обнаружить место падения человека в воду и ружье пропавшего. Водолазы сканируют зону поиска гидролокатором бокового обзора. Нашли ружье, поэтому есть шанс того, что гидролокаторы могут помочь. Вот, да, и гидролокатор — это наш... к сожалению, всегда в работе. Он недавно приехал с Кобельского луса. Там на огромном озере тоже искали человека. И только благодаря этому прибору удалось найти. С начала этого года, по данным Республиканской службы спасения, на воде погибло 94 человека. И хотя печальная статистика еще не превысила показатели прошлого года, период шугохода и ледостава может принести еще немало работы спасателям. Но впереди еще опасный период, когда первый лед будет, открытие зимников. И, конечно, не хотелось бы, чтобы эта статистика пополнялась. И, призываю, чтобы народ как-то думал о безопасности. Надо эту статистику ломать. Это все зависит, конечно, от самого человека. Служба спасения Якутии предупреждает: не выходите на реку в период шугохода, не допускайте детей на тонкий лед и не пользуйтесь дикими переправами. Период ледостава крайне опасен. Афанасий Николаев, Василий Соловьев, НВК «Саха», Якутск.